Хурма, она давно известна в Крыму, на ЮБК они растут, и там есть деревья, которым уже может и 60, и более лет. Там, конечно, есть условия для его произрастания. А что касается, конечно, вот степной зоны, то это вот появилось лет, может быть, 15-20 тому назад. Вот это прошел процесс здесь, в Черноморском, даже в Джанкое, все и так далее. Сорт называется «Россияночка». Он выдерживает 16-20 градусов мороза. Мы находимся в степной зоне Крыма. Этот сорт прекрасно произрастает в этой зоне. Саженцы этого дерева брали в Польшу. Растет он и на юге Украины, и в Краснодарском крае. Созревают они после первых морозов, тогда, когда уже он размягчается. Но, честно говоря, эти плоды у меня висят и в декабре месяце. Знаете, приятно, когда все уже даже в белом снегу, подойти взять и попробовать поесть этот плод. Во-первых, когда вы покупаете саженец, необходимо обратить внимание прежде всего на корневую систему. Некоторые люди с удовольствием покупают очень большие саженцы, толстые, а корневая система у них, например, очень маленькая, слабая. Наземная часть и корневая часть должны соответствовать друг другу, то есть возможности корневой системы должны учитываться. Конечно, необходимо правильно вырыть лунку. Необходимо это делать не менее 60 сантиметров, лучше всего до метра. И внизу необходимо будет добавить, вот, например, перепревший навоз, удобрение фосфорное немного, и туда посадить. Сначала бросить землю, такую горку, потом на эту горку поставить саженец, расправить корни вот по его склонам этой горки, а потом это все засыпать. И необходимо, чтобы на уровне с землей было место прививки, и обильно полить. Первый год после того, как вы посадили деревце, саженец взяли, конечно, желательно укрыть. Каким образом укрыть? Здесь можно, значит, сеточкой вокруг дерева и туда наполнить листвой, соломой. Во время цветения его не поливать, потому что он сбрасывает цветы. Ну, и его особенность. Необходимо побелить это дерево к зиме. Почему? Потому что зимой иногда бывает низкая температура, 10-15 градусов мороза, и вдруг выглянет солнце и может прогреть ствол, и могут появиться морозобойни, то есть трещины. Чтобы этого избежать, необходимо его побелить. Где-то к середине ноября, месяце, да, надо уже все это подготовить. Это дерево не требует химической защиты, это очень важно. Так же, как, предположим, хазалчех, фондех, граната, инжир. Они не требуют химической защиты. Это очень сейчас актуально и важно.